команды Хунзарского района. Дощечку. Команда Кумадинского района. Команда Гумбетовского района. Команда Шамильского района. Команда Унчугойского района. Команда Кунимского района. Команда Куратского района. Команда Республики Чечня. Уважаемые гости, дорогие друзья, односельчане, мы рады приветствовать представителей из разных сел, районов и городов на нашей гостеприимной земле. На земле, где родились и выросли герои России Магомед и Тагиб Толбоевы. Мы рады приветствовать наших братьев из соседней республики, представителей Чеченской Республики во главе с заместителем министра спорта Чеченской Республики Абдулазимовым Султаном Шаидовичем. От всей души поздравляю всех присутствующих с юбилейным 20-м турниром. Желаю всем успехов и крепкого здоровья. Слово для приветствия представляется главе администрации селения Сагратель Гаджиамарову Магомеду Гаджиамаровичу. Уважаемые гости, уважаемые организаторы 20-го юбилейного турнира на приз Героев России, братьев Толбоевых Магомеда и Тагиба, от имени всех жителей я рад приветствовать вас всех в гостеприимном Сагрателе. Я уверен, что 20-й турнир на приз Героев России братьев Толбоевых Магомеда Тагиба станет для всех организаторов, болельщиков и спортсменов останется ярким впечатлением от этого мероприятия. Я пожелаю командам спортивных достижений, воли к победе и спортивного азарта, а болельщикам ярких впечатлений от этого настоящего спортивного праздника. Спасибо. Исаев Шамиль Абдулаевич. Спасибо, уважаемый Абдулла. Салам алейкум, дорогие друзья, дорогие гости, организаторы турнира. Я хочу вас поприветствовать на 20-м юбилейном турнире, который проводится уже нами вместе долгие годы, где выросло одно поколение с этим красивым праздником. Хочу пожелать вам каждого здоровья, нашим старшим здоровья, нам молодым рвения к победе и достижению всех тех целей, которые мы поставили. Все-таки мы живой рядом Магомед, живой Тагиб. Мы должны чувствовать их сегодня рядом, когда они с нами есть. Я был недавно на юбилее Магомеда в Подмосковье. 60-летие ответил Магомед, и сегодня он совпал турнир 20-летия с юбилеем Магомеда. Я хотел бы все вместе мы поприветствовали, кто сидит стоя, поприветствуем наших героя, поздравим его с юбилеем. Хочу также вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете всех гостей, всех друзей за турнир, который мы проводим уже 20-й раз, где выросло целое поколение, и наших старших уже и кунаками стали, и уже друзьями стали, и дальнейшая судьба, хотя имеется разночтение в обществе относительно турнира, я хотел бы еще раз не поспешить с этим выводом. Этот турнир, он уже не принадлежит Толбоевым, этот турнир наш, общереспубликанский. Мы в следующем году постараемся провести как по чемпионат или там первенство ЮФО по волейболу. Будущее этого волейбола у нас в республике есть. Очень востребованный вид спорта. Я надеюсь, и органы власти, руководство республики уделят должное внимание нашему развитию нашего волейбола. Вам еще раз удачи, здоровья, всем успехов.
Спасибо, друзья. Ну, завтра народу будет, конечно, намного больше, финальный день. И очень интересная будет игра. Настоящие мужчины, чеченцы приехали, они должны играть со сборной Дагестана и показать, как здорово играет волейбол не только в Дагестане, но и в Чечне. Потому что я чеченским волейболом не знаком, но у меня учитель есть здесь, Мирза, который ставил эту школу волейбольную. Я желаю вам всем успехов в личной жизни. Волейбол волейболом, а жизнь продолжается. И при вас хочу поприветствовать ветеранов, которые 20 лет назад им было кому 30, кому 20, сегодня им по 45, 50, 60 лет уже. Это Ахмедов, Фалчен Мухаммад. Вот здесь Динга, вечные наши. Это талисманы. Они вошли в историю как талисманы турнира. Они получают специальные призы каждый раз. Вот эти люди начинали, когда здесь света не было. Когда это была дырявая крыша. Благодаря этому волейболу, не только наверх, я вам советую, вниз спуститесь туда, на первый этаж вниз, там с той стороны. Вы увидите, стал в этом высоком ауле, здесь 1645 метров вот эта высота. И вот сегодня прекрасный зал для нашего села, для маленького тупикового села. Дальше дороги здесь нет, это тупиковое село. Заканчивая, я бы хотел, ребята, вам еще одну вещь сказать. Не только, это не я создавал, это меня попросили ребята, тогда, когда не было ни денег, ни спорта, ничего в 90-х годах. Многие у вас даже не родились. Это были тяжелейшие времена, смутные времена, особенно в Чечне. Ничего не было понятно. Будет Россия, не будет государства. Сегодня мы видим, Чечня стала краше, чем Дагестан. Я удивился Грозному. Я ее помню, первый день бомбежки. Я прошел там 2 года. Пешком я расшитил это вверх и вниз. От Семашек до глубоких туда гор. Опасно было, страшно было. А сегодня в Чечне весело, хорошо, и жизнь налаживается, идет. И через 10 лет будет не узнать. Я вам желаю дорогу, которую вы соединили Ростов с Махачкалой. Великолепная дорога. Дагестану надо взять пример и тоже сделать такую же дорогу и дальше. Видите, сколько дел за 20 лет. И желаю вам, чтобы вы стали свидетелями еще лучшей жизни в Дагестане и в Чечне. А сейчас я хотел бы еще один момент уделить внимание, перед открытием официальным. Со мной рядом были друзья, настоящие друзья. Один из них был Гаджи Ахмедович Абашилов. Это был великолепнейший такой, можно сказать, журналист, писатель, рупор Дагестана. Его убили подло, расстреляли. И сегодня, вы там посмотрите, это вот третья фотография внизу, это Гаджи Ахмедович. Мужественный был человек, журналист. Почтить, я просто прошу вас всех почтить память, минуты молчания Гаджи Абашилова. Спасибо, удачи. Очень приятно вновь пожелать согласия на открытие турнира по волейболу. Волейбол, я так тоже думаю, как вольная борьба, наш национальный вид спорта. Ну, все дети начинали с волейбола в горах. Есть некоторые условия для занятия спортом. Игра волейбол объединяет, дружит ребят, дружит людей. А село Саград и подвиги Магомеда и Тайгиба всем известно. Подвиг саградцев, который вымирал. Подвиг саградцев всем известно, великолепный мемориал, который вот здесь остановили нашествие на Дершаха. И спасибо саградцам, которые великолепный мемориал в память этого подвига нашего дагестанского народа создали. Красивое селение, красивые люди, великолепные люди. С этого ущелья Великий Али Алиев тоже здесь родился недалеко селение Чох, и вся спортивная слава, я
Я знаю, мы все знаем, эта история Дагестана началась с великого, прекрасного Кунимского района. Я очень рад принимать участие достойных наших земляков, посвященных Магомеду Талбоеву и Тагибу Талбоеву, наших заслуженных земляков, героев России, посвященный юбилейный турнир, 20-й юбилейный турнир. И мы очень рады принимать 8 команд разных районов и наших соседних республики, Чеченской республики. И мы в дальнейшем очень рады и горды, что мы сможем принимать участие, поддержать, принимать гостей, провожать достойно. И как соседний села Чоха, я, как глава администрации, поздравляю всех наших соседей, соготленцев с таким юбилейным турниром. И мы всегда готовы быть рядом, как соседи и как близкие люди этому нашему Магомеду Талбоеву и Тагибу Талбоеву. И в дальнейшем всегда рады принимать и провожать наших гостей достойно и без проблем, чтобы они были только рады в дальнейшем тоже приезжать и принимать участие в дальних таких мероприятиях. Венга, уже который раз ты участвуешь в этом турнире? Уже, наверное, 20-й раз. Да? Я с 92-го года с первого турнира участвую, ни одни турниры не пропустил. Был как участник, игрок. Сегодня уже как судья-комментатор участвую на классификации. Ну, команды как себя показывают в районе? Ну, команды, что можно про команды сказать? Было время, когда районные команды более высокого уровня было, учетом того, что чуть-чуть спад волейбола в горных районах, оргкомитет решил в этом году этот турнир проводить чисто среди горских районов. Как-никак для республиканских, лузерских команд или для главной команды республики поставка игроков идет из горных районов, фактически городских ребят нет, можно сказать. Поэтому я думаю, это и правильно сделали. И 11-й турнир памяти Курамагомедова идет как среди районных команд. Это для более популяризации волейбола, если вот так проводить, клубные команды могут играть, есть другие турниры республиканские, они могут свое мастерство или свой класс показать на клубном уровне, на других соревнованиях. Охотская команда по какой причине не участвует? Ахватской команде идет смена поколений, поэтому сегодня Молодые игроки, да? Да, игроки молодые, поэтому на этом уровне играть они сегодня еще не готовы, только по этой причине. Удачи вам! Всех благ вам! Слева от судейского столика команда Шамильского. Капитан команды Шамильского района. Игрок под номером 6 Магомед Магомедов. Игрок под номером 3 Башир Сидоржинов. Игрок под номером 5 Нурмагомед Сидоржинов. Игрок под номером 7 Магомед Шейхамиров. Команда Шамильского района представляет. Сейчас команда Хунзарского района. Игрок под номером 4, кандидат мастера спорта Магомед Асанов. Это игрок сборной Дагестана, да? Долгое время за Сабатан играл.
Дагестанский медицинский институт. Мухаммед Гайрбек, это молодой игрок. Гамзат тоже. Это университет. Игрок сборной Дагестана. Каскадовский игрок. Сейчас будут команды приветствовать и начинает. Представитель команды Шамиль Малачиев. Встречу обсуждает судьи. Первый судья, судья республиканской категории Магомедов Магомед, главный командир помогает ему судья республиканской категории, председатель коллегии судей Федерации волейбола Республики Дагестан Мингазбек Магомедов. Это один из лучших судей. Финальная встреча между командами Ондавского района и Шамильского района. Это 20-й республиканский турнир на пределе героев России Магомеда и Тагиба Талбоева. Слева от нас вот команда Ондавского района, справа от нас команда, которая написана «Голод», это Шамильского района команда. 0-0. Болельщики Шамильского района, вот они все. Конечно, вот это молодой игрок, он вчера тоже много ошибок допустил. Но все равно, я не знаю, Хунзах, что пустили. Свой класс показал. Это итог первая встреча. Нервничает. Конечно, дорогие друзья, всю встречу, если по волейболу показать, это уже пройдет много времени. Вот сейчас смотрите на табло. 24-23. Впереди команда Шамильского района. Осталось, сейчас уже идет тайм-аут. Брали Шамильского района. На подаче команда Шамильского района, сборная команда Шамильского района. Это первый тайм. Да, это заключительный период, третий.
13-я партия между командами Кунзахского района. 20-16 подает Магомедов. Все равно это молодой человек всегда ошибается. Команда Кунзахского района впереди. Паша. Это вообще. Пацаны. О, болельщики, смотри, болельщики, смотри, Шамильского района. Могут помочь. 22. Подают, Кунзах атакует. Смотри. Молодцы. Счет 23-20. Подают кунзахцы. Это уже последний. Еще, конечно, ничего не потеряно. Молодая команда Шамильского района, они могут еще показать. Кунзахского района стала победителем 20-го турнира Толбоева, братьев Толбоев. Завершился очередной юбилейный 20-й по счету республиканский турнир по волейболу среднемужских команд на призы Героев России Магомеда и Тайгиба Толбоева. В соревнованиях приняло участие 7 команд. Команды ветеранов Гунинского района и сборной Дагестана и сборной команды Чеченской Республики. В результате двухдневных упорных интереснейших игр 4-е место на нашем турнире заняла дружная команда Куражского района. Для награждения команды Куражского района приглашается Али Толбоев, брат героя Толбоева. Команда награждается Али Толбоев. Вот он. Давайте поприветствуем Али Толбоева. Это в прошлом
замначальника республиканской налоговой полиции, уехал в Россию, там работал, сегодня в Москве, работает в центральном аппарате МВД России. Полковник милиции, но стал бы генералом полиции, но полицию разогнали. Третье призовое место на нашем турнире заняла команда Гунимского района. Команда награждается памятным кубком, денежной премией, бронзовыми медалями Министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан и дипломом третьей степени. Награждение проводит Герой России Тайгиб Амарович Талбоев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия. Команда, молодая перспективная команда Шамильского района. Награждение проводит депутат Народного собрания Республики Дагестан, президент Федерации волейбола Республики Дагестан Шамиль Абдуллаевич Исаев. Команда награждается денежной премией, спортивной формой, серебряными медалями и дипломом второй степени. Магомед Амарович Талбоев вручает переходящий кубок победителям нашего турнира, как и 20 лет назад команде Хунзасского района. Команда награждается денежной премией, золотыми медалями, дипломом первой степени и переходящим кубком. За объективное судейство глава администрации селения Саград Магомед Гаджиамаров награждает судейскую коллегию. Главный судья Мигажудин Магомеду, пожалуйста. Претворит в жизнь решение нашего общественного комитета по присуждению звания Народный герой Дагестана и по поручению его председателя Сагидпаши Умаханова вручит Магомеду Талбоеву за выдающийся вклад в развитие мира на земле, за воспитание, за выдающийся вклад в воспитание подрастающего поколения, за вклад в развитие физического спорта и культуры и укрепление дружбы между народами вручит золотую звезду Народного героя Дагестана. Вручение производит член комитета Магомед Ибрагимов. Друзья, ребята, спортсмены, спасибо вам. Вы делаете доброе дело и дальше делайте. И через 20 лет вам тоже будет сколько уже, вот, которые сегодня ветераны были. Это время пролетело, как мгновение. Желаю вам за это хотя бы 20 лет долго чувствовать сладость жизни. Живите долго, вам счастья и счастья.
воли к победе и спортивного азарта. А болельщикам ярких впечатлений от этого настоящего спортивного праздника. Спасибо. Исаев Шамиль Абдулаевич. Спасибо, уважаемый Абдулла. Салам алейкум, дорогие друзья, дорогие гости, организаторы турнира. Я хочу вас поприветствовать на 20-м юбилейном турнире, который проводится уже нами вместе долгие годы, где выросло одно поколение с этим красивым праздником. Хочу пожелать вам каждого здоровья, нашим старшим здоровья, нам молодым рвения к победе и достижению всех тех целей, которые мы поставили. Все-таки мы живой рядом Магомед, живой Тагиб. Мы должны чувствовать их сегодня рядом, когда они с нами есть. Я был недавно на юбилее Магомеда в Подмосковье. 60-летие ответил Магомед, и сегодня он совпал турнир 20-летия с юбилеем Магомеда. Я хотел бы все вместе мы поприветствовали, кто сидит стоя, поприветствуем наших героя, поздравим его с юбилеем. Хочу также вас поблагодарить за то, что вы поддерживаете всех гостей, всех друзей за турнир, который мы проводим уже 20-й раз, где выросло целое поколение, и наших старших уже и кунаками стали, и уже друзьями стали, и дальнейшая судьба, хотя имеется разночтение в обществе относительно турнира, я хотел бы еще раз не поспешить с этим выводом. Этот турнир, он уже не принадлежит Толбоевым, этот турнир наш, общереспубликанский. Мы в следующем году постараемся провести как по чемпионат или там первенство ЮФО по волейболу. Будущее этого волейбола у нас в республике есть. Очень востребованный вид спорта. Я надеюсь, и органы власти, руководство республики уделят должное внимание нашему развитию нашего волейбола. Вам еще раз удачи, здоровья, всем успехов. Спасибо, друзья. Ну, завтра народу будет, конечно, намного больше. Финальный день. И очень интересная будет игра. Настоящие мужчины, чеченцы приехали. Они должны играть со сборной Дагестана и показать, как здорово играет волейбол не только в Дагестане, но и в Чечне. Потому что я чеченским волейболом не знаком, но у меня учитель есть здесь, Мирза, который ставил эту школу волейбольную. Я желаю вам всем успехов в личной жизни. Волейбол волейболом, а жизнь продолжается. И при вас хочу поприветствовать ветеранов, которые 20 лет назад им было кому 30, кому 20, сегодня им по 45, 50, 60 лет уже. Это Ахмедов, Фалчен Мухаммад. Вот здесь Динга, вечный наш. Это талисманы. Они вошли в историю как талисманы турнира. Они получают специальный признание. Приветствуем команду Хулдасского района. Пашечку. Команда Кумадинского района. Команда Гумбетовского района. Команда Шамильского района. Команда Унцукойского района. Команда Кунимского района. Команда Куратского района. Команда Республики Чечня. Уважаемые гости, дорогие друзья, односельчане, мы рады приветствовать представителей из разных сел, районов и городов на нашей гостеприимной земле. На земле, где родились и выросли герои России Магомед и Тагиб Толбоевы. Мы рады приветствовать наших братьев из соседней республики, представителей Чеченской республики во главе с заместителем министра спорта Чеченской республики Абдулазимовым Султаном Шаидовичем. От всей души поздравляю всех присутствующих с юбилейным 20-м турниром. Желаю всем успехов и крепкого здоровья. Слово для приветствия представляется главе администрации селения Сагратель Гаджиамарову Магомеду Гаджиамаровичу.
Уважаемые гости, уважаемые организаторы 20-го юбилейного турнира на приз Героев России, братьев Толбоевых, Магомеда и Тагиба, от имени всех жителей я рад приветствовать вас всех в гостеприимном Сагратле. Я уверен, что 20-й турнир на приз Героев России, братьев Толбоевых, Магомеда и Тагиба станет для всех организаторов, болельщиков и спортсменов останется ярким впечатлением от этого мероприятия. Я пожелаю командам спортивных достижений. Очень приятно вновь пожелать Сагратле на открытии турнира по волейболу. Волейбол, я так тоже думаю, как вольная борьба, наш национальный вид спорта. Ну, все дети начинали с волейбола в горах. Есть некоторые условия для занятия спортом. Игра в волейбол объединяет, дружит ребят, дружит людей. А село Сагратле и подвиги Магомеда и Тагиба всем известно. Подвиг сагратлинцев, который вымирал. Подвиг сагратлинцев всем известно, великолепный мемориал, который вот здесь остановили нашествием на Дершаха. И спасибо сагратлинцам, которые великолепный мемориал памяти этого подвига нашего дагестанского народа создали. Красивое селение, красивые люди, великолепные люди. С этого ущелья Великий Али Алиев тоже здесь родился недалеко селение Чох, и вся спортивная слава, я знаю, мы все знаем, эта история Дагестана началась с великого, прекрасного Буникского района. Я очень рад принимать участие достойных наших земляков, посвященных Магомеду Толбоеву и Тагиба Толбоева, наших заслуженных земляков Героев России, посвященный юбилейный турнир, 20-й юбилейный турнир. И мы очень рады принимать 8 команд разных районов и наших соседних республики, Чеченской республики. И мы в дальнейшем очень рады и горды, что мы сможем принимать участие, поддержать, принимать гостей, провожать достойно. И как соседний села Чоха, я, как глава администрации, поздравляю всех наших соседей сагратлинцев с таким юбилейным турниром. И мы всегда готовы быть рядом, как соседи и как близкие люди, этому нашему Магомеду Толбоеву и Тагибу Толбоеву. И в дальнейшем всегда рады принимать и провожать наших гостей достойно и без проблем, чтобы они были только рады в дальнейшем тоже приезжать и принимать участие в дальних таких мероприятиях. Венга, уже который раз ты участвуешь в этом турнире? Наверное, 20-й раз. Да? Я с 92-го года, с первого турнира, участвую ни одни турниры не пропустил. Был как участник, игрок. Сегодня уже как судья-комментатор участвую на гости. Ну, команды как себя показывают в районе? Ну, команды, что можно про команды сказать? Было время, когда районные команды более высокого уровня было, учетом того, что чуть-чуть спад волейбола в горных районах, оргкомитет решил в этом году этот турнир проводить чисто среди горских районов. Как-никак для республиканских, лузерских команд или для главной команды республики поставка игроков идет из горных районов, фактически городских ребят нет, можно сказать. Поэтому я думаю, это и правильно сделали. И 11-й турнир памяти Кура Магомедова идет как среди районных команд. Это
для более популяризации волейбола, если вот так проводить, клубные команды могут играть, есть другие турниры республиканские, они могут свое мастерство или свой класс показать на клубном уровне, на других сторонах. Охотская команда по какой причине не участвует? Охотской команде идет смена поколений, поэтому сегодня участвуют... Молодые игроки, да? Да, игроки молодые, поэтому на этом уровне играть они сегодня еще не готовы, только по этой причине. Удачи вам. Всех благ вам. Слева от турецкого столика команда Шамильского. Капитан команды Шамильского района. Команда Шамильского района представляет. Каждый раз. Вот эти люди начинали, когда здесь света не было, когда это была дырявая крыша. Благодаря этому волейболу не только наверх. Я вам советую, вниз спуститесь сюда, на первый этаж вниз, там с той стороны. Вы увидите, стал в этом высоком ауле, здесь 1645 метров вот эта высота. И вот сегодня прекрасный зал для нашего села, для маленького тупикового села. Дальше дороги здесь нет, это тупиковое село. Заканчивая, я бы хотел, ребята, вам еще одну вещь сказать. И только это не я создавал, это меня попросили ребята, тогда, когда не было ни денег, ни спорта, ничего в 90-х годах. Многие у вас даже не родились. Это были тяжелейшие времена, смутные времена, особенно в Чечне. Ничего не было понятно. Будет Россия, не будет государства. Сегодня мы видим, Чечня стала краше, чем Дагестан. Я удивился Грозному. Я ее помню, первый день бомбежки. Я прошел там 2 года. Пешком я расширил это вверх и вниз. От Семашек до глубоких туда гор. Опасно было, страшно было. А сегодня Чечня весело, хорошо, и жизнь налаживается, идет. И через 10 лет будет не узнать. Я вам желаю дорогу, которую вы соединили Ростов с Махачкалой. Великолепная дорога. Дагестану надо взять пример и тоже сделать такую же дорогу и дальше. Видите, сколько дел за 20 лет. И желаю вам, чтобы вы стали свидетелями еще лучшей жизни в Дагестане и в Чечне. А сейчас я хотел бы еще один момент уделить внимание, перед открытием официально. Со мной рядом были друзья, настоящие друзья. Один из них был Гаджи Ахмедович Абашилов. Это был великолепнейший такой, можно сказать, журналист, писатель, рупор Дагестана. Его убили подло, расстреляли. И сегодня, вы там посмотрите, это вот третья фотография внизу, это Гаджи Ахмедович. Мужественный был человек, журналист. Почтить, я просто прошу вас всех почтить память, минуты молчания Гаджи Абашилова. Спасибо, удачи.